Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха. Отдохнули от меня, да? Пару недель. Я тоже от вас отдыхал. Поэтому иногда бывает, что проблемы начинаются между мужем и женой. Ну, альхамдулилля, братья обращаются. Был такой случай, когда, жена не хочет с ним жить, а он уже как-то не хочет, охладел к ней. И я начал расспрашивать, потому что везде же должны быть какие-то причины, предпосылки. Вот просто так чувства, они не уходят, да? И начал спрашивать, чем она занимается. Я говорю, расскажите, день как у вас проходит? Она все время дома, дети, как обычно у нас сестры, да? Такой занятости помимо дома нет. Дом для мусульманки это самое лучшее место, да. А потом начал спрашивать у брата. Такой большой разницы нет. Тоже дома, до обеда где-нибудь там поработает. Весь день дома. Я говорю, вы знаете, у вас одна причина. Вы устали друг от друга. Раньше ладно, мужчина там риск добывал, куда-то на охоту надо было ему, куда-то по делам, там торговля, мы знаем, сподвижники. Так ведь они там по сколько дней, неделями дома не бывали. Поэтому жены, они все время скучали по нам. Ждали, когда же он придет, кормилец наш, дети скучали, да? А тут ночью дома, днем дома. Поэтому начинают уставать. И надо часто, поэтому и хутбы мы приглашаем, стараемся приглашать, чтобы разные имамы были. Потому что есть такие мечети, имамы, кроме себя, никого не видят на этом минбаре, да? Мне жалко, каким бы он знающим не был. Мне иногда жалко братьев, которые, эту махалля. Потому что, каждый раз один имам, каждый раз один имам. У нас природа такова, что мы устаем. Так ведь, как бы балеш вкусным не был, если каждый день начнешь его есть, конечно, устанешь. Как в фильме есть же, не могу видеть эту икру. Поэтому, альхамдулилля, что иногда бывают поездки какие-то, куда-то можно съездить, на умру, в хадж. Альхамдулилля. Потом, когда встречаешься, машаллах, соскучились, оказывается, да? Не можешь расстаться. И дома так надо быть. Иногда надо уезжать куда-то. Я брату сказал, я говорю, брат, поезжай куда-нибудь. Навести там родных, чтобы неделю тебя жена не видела. И посмотришь на нее, когда ты через неделю появишься дома. И сам соскучишься по ней. И жена соскучится. Аркану та'аббуд аль-кальбия лидзикри ва гайрихи мин аль-гайбадат. Тема урока – это основы поклонения сердца. То есть, на что при совершении любого дела, на что должно основываться сердце человека. То есть, урок вы уже, эту тему уже вы начали с Алимджан Хазратом. Сегодня будем продолжать, иншаллах, продолжим. Значит, сколько основ? То есть человек, ему нужно совершить какое-либо дело. Сердце на что должно опираться? Сказали, что здесь основ 3. Первое, давайте пример возьмем, чтобы запомнить еще больше, да? Сейчас нужно совершить какой-либо намаз. Неважно, фарс это, неважно, это татаух, нафиля, дополнительный намаз. Что толкает мусульманина на это дело? Что тебя берет так, вырывает с постели, у тебя очень важное дело было, но мы знаем, что намаз важнее, да? Тебе надо где-то в дороге остановиться, потому что все, тебе надо аср читать, скоро солнце сядет. Что тебя толкает к совершению этого дела? 3 вещи. Самое первое – это любовь. Ты любишь Аллаха, поэтому ты
покоряешься Ему. Ты идешь к намазлыку, коврику, тахарат берешь. Почему? Потому что тебе Аллах сказал, молись. И ты любишь Аллаха, и ты хочешь слушаться Его. То есть самое первое – это любовь. Самое первое – это любовь. Потом идет что? Раджа. То есть, возьмем страх, давайте. Страх. То есть, если ты знаешь, что если ты ослушаешься Аллаха, Он сказал, Аллах, ты должен молиться 5 раз в день. И ты знаешь, что если ты оставишь это, Аллах разгневается на тебя. И ты боишься гнева Аллаха, потому что даже если ты любишь Аллаха, это не дает тебе гарантии, что если ты будешь нарушать там кое-какие правила, законы, да, то Аллах не будет гневаться на тебя. Нет, ни у кого нет гарантий. Аллах может разгневаться на нас так, что Аллах может лишить нас всего, как в этой жизни, так и особенно в вечной жизни. Поэтому есть страх потерять иман. Есть страх, что Аллах может ввести нас в заблуждение, лишить нас тауфика. И есть страх, что Аллах подвергнет нас наказанию. И в могиле, и в этой жизни, и в могиле, и в судный день, и в аду. Аллах спасет. Поэтому есть страх. Третье – это надежда. Это надежда. То есть, когда мы совершаем что-либо ради Него, или же оставляем что-либо ради Него, у нас есть надежда, что Аллах наградит нас за это. Он даст нам баракат в этой жизни. Аллах примет наши дуа. Потому что если человек осознанно оставляет приказы Всевышнего, да, как Аллах может принять его дуа? Так ведь? Поэтому, или наоборот, когда человек погружается в грехи, то какая у него надежда? Тут в желудке харам, а он поднимает руки и говорит, Аллах, бахат мирмина раббан, дай мне счастье. Вот еще когда в нулевых, 90-х годах, 90-97-е годы, я помню, я шакирдом был, тогда, когда мы в маджлис приходили, маджлиска, когда мы видели колбасу на столе, мы понимали, что халяльной колбасы не было. Мы понимали, что это харам. И как ты можешь начинать читать Коран, детям можешь никак почитать, да, когда на столе харам. И поэтому мы просили, чтобы убрали эти вещи. Сейчас это проще. Тебя приглашают, ты сразу ставишь условия. Любой салат, любой там суп, бульон, все должно быть халяль. Халяль можете купить там-то, там-то, там-то. Это очень важно. И иногда нас не понимали. Было время, когда говорили, ладно, уберите пока. Когда он уйдет, там, докушаем, там, ну как же это, оливье вкусно, все там с колбаской. Да? То есть не понимали. И вот приходилось объяснять, как, Вот представьте себе, вы позвали меня для чего? Чтобы я никах прочитал вашим детям. Чтобы я попросил у Аллаха дуа, чтобы Аллах дал счастье вашим детям. Вы представьте себе, что сейчас мы все набьем себе желудки свининой, и все будем просить у Аллаха, Раббам, дай мне счастье, сделай их счастливыми. Да? И, альхамдулилля, многие понимали, потому что они заинтересованы. Да? Поэтому у нас есть надежда. Когда появляется надежда? Когда мы оставляем ради Аллаха харам, а потом надеемся, что Аллах даст нам за это баракат, аджр, награду и наградит нас райскими садами, простит нам грехи и так далее, и так далее. Поэтому любовь, страх и надежда. Ну, самый первый далиль, вы уж это Хазрат, наверное, приводил, это сурат аль-Фатиха. Это начало суры Фатиха. То есть самый первый. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Мы благодарим Аллаха, Господа миров, за все, что Он нам дал. За Его блага, за Его дары, за Его заботу о нас. То есть это что? Самый первый. Это любовь. Это любовь. Мы любим Аллаха. Поэтому мы стремимся благодарить Его. Мы хотим быть благодарными по отношению к Нему. Поэтому мы говорим Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Этот аят призывает нас к чему? К шукру. К восхвалению Всевышнего Аллаха. Прославлению и к благодарности. Дальше идет
ар-Рахман ар-Рахим. Мы говорим про милость Аллаха. То есть появляется надежда, что эта милость, она постигнет и нас. Иншаллах. Аллах смилостивится над нами. Поэтому ученые говорят, ар-Рахман ар-Рахим здесь указывает на милость Аллаха, то есть на надежду. То есть мы должны надеяться. Дальше идет что? Малики яумиддин. Ты властелин дня воздаяния. Аллах является царем судного дня, когда все предстанут перед ним. Здесь появляется что? Здесь уже появляется страх. Страх перед ним. Потому что Малики яумиддин, он есть Творец, он есть царь, властелин дня воздаяния, когда все люди будут получать то, что они заслужили. Если Аллах кого-то ведет в ад, мы знаем, что это его справедливость. Просто так, ни за что никто не получит наказание. Поэтому все, которые будут входить в ад, всех будут ангелы останавливать и спрашивать, почему? Почему ты проявил неверие? Почему ты здесь? Вот же был рай. И что они скажут? Они скажут, альхамдулиллахи раббил алямин. Это справедливость Аллаха. Они все признают, что они виноваты, а не Всевышний. Поэтому каждый, кто будет заходить в ад, он будет благодарить Аллаха. Поэтому вот первые, вот эти 3 аята, они указывают на эти основы. И также много других аятов, которые вы наверняка приводили, вспоминали. И вот 3. То есть получается самый первый. Самый важный – это любовь. Это не страх, дорогие братья. Сначала любовь. Нас призывает к поклонению. Мы идем к намазлыку не потому, что нам вот страшно, да? Наши сердца стремятся к поклонению. Вот когда наступает время намаза, нам говорят, давайте намаз почитаем. Вот что должно быть в первую очередь появиться в сердце? Ой, если мы сейчас не прочитаем, все будет плохо, да? То есть получается каждый раз бояться. Нет. В первую очередь мы должны любить. Мы должны ждать времени намаза. Машаллах, вот скоро солнце сядет, и мы снова идем к кому? Мы идем к Аллаху. Аллах назначил мне время 5 раз прием. Вот когда один спросил у меня, что такое намаз? Я говорю, это часы приема, это время приема, никаких посредников не нужно. Не надо записываться. Бисмилля, тахарат взял, аураты закрыл, повернулся в сторону кибла, Аллаху Акбар. И ты слушаешь слова Аллаха. Ты сам их воспроизводишь и сам их слушаешь. Ты падаешь ниц перед ним. И ты рассказываешь ему про свои проблемы. Даже вот в основе дуга ученые говорят, что когда просишь у Аллаха, надо говорить с ним так, как ты говоришь со своим другом. Вот говорят же татарлар, сырляшайсан, секретничаешь. Вот там рассказываешь ему, брат, у меня вот так, у меня проблемы с женой там. Вот у меня проблемы с детьми, вот на работе проблемы. Вот ты сидишь и рассказываешь. Вот с Аллахом надо говорить так, как ты говоришь со своим другом. То есть надо ему рассказывать. Потому что самые вот эти искренние дуа, это вот как раз вот во время этого разговора. Поэтому ты делаешь суджуд, ты просишь у него, чтобы Аллах простил тебя. Это вот самое первое, то, к чему, то, что побуждает тебя к этому благому делу, это твоя любовь. Поэтому даже некоторые дуат, то есть проповедники, ученые, даже такой пример дают. Вот представьте себе, что нет наказания у Аллаха. И что за то, что мы не сделаем намаз, не совершим намаз, за это ничего не будет. И спрашивают, дорогие мусульмане, братья, о исламской умме, неужели все мы забросим намаз? Неужели все мы оставим намаз, если скажут нам, что вот ада нет, что наказания за это нет? Неужели у нас не будет причины, которая побудит нас все-таки встать и помолиться? Неужели только страх и надежда? Да? То есть любовь. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах простил ему все прегрешения при жизни. Он живой, и у него все грехи прощены. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ему обещан рай. Если он не будет в раю, тогда кто будет в раю?
И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на это, ночами выстаивал ночные киямы так, что у него разбухали ноги. И его жена, а женщина, она же милосердная, да? Она смотрит на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: я Расул Аллах, ты почему себя так мучаешь? У тебя, посмотри на свои ноги. Он стоял часами, делал киям, и на что... Аллах же простил все твои грехи. Если бы у тебя было много грехов и не было бы гарантии, да, надо стоять. У нас много грехов, у нас нет гарантии, но мы так не стоим. Да? А он стоял. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на нее и сказал: «Афалям акуну абдан шакура». Неужели я не должен благодарить Аллаха за это? Если Аллах простил все мои грехи, если Аллах обещал мне райские сады, да, не только райские сады, а вот этот Макамуль Махмуд, то есть вот это место, которое получит только один из всех творений Аллаха, да, только один. Он сказал: я надеюсь, просите за меня это место, и я надеюсь, что это место будет для меня, и я буду делать вам шафагат, буду заступаться за вас, да. То есть вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он выстаивал молитвой ночами, и он сказал, ответил одним словом: неужели я не должен благодарить Аллаха? То есть неужели у нас не будет причины, чтобы приходить в мечеть? Неужели у нас не будет причины, чтобы вставать на утренний намаз, если не будет наказания? Да? Неужели нами двигает только страх? Нет, любовь. Поэтому, когда призываете людей, дорогие братья, вот мы делаем огромную ошибку, когда мы призываем людей оттуда, чтобы они совершали благие дела, чтобы они пришли в мечеть, чтобы они, например, там постились, совершали намаз, да, не надо заходить к ним через страх. Потому что очень часто мы, когда призываем родителей, когда муж призывает: вчера на намаз стал, сегодня уже пошел с шашкой революцию делать, да? Все, там, мессина талагать, там, все, давай, бисмилля, намаз, тебе джаханнам. То есть, это проблема. Не надо сразу пугать людей. Не надо сразу пугать людей. Был один абый, была мечеть, куда два брата ходили. Они близнецы. И, они такие, машалла, искренние братья, да, когда кого-нибудь увидят, начали сразу вагаз ему делать, да, иногда перебарщивали, да. И он такой рассказывает: я, говорит, первый раз зашел в мечеть, и меня встречает этот брат. Сейчас они дружат уже, машалла, такие, да, братья, он на намазе, а тогда еще он первый раз пришел в мечеть, и его встречает этот брат, и говорит: намаз укысың ма? Намаз читаешь? Нет. Джаханнам. Побойся Аллаха, ты что? Я такой еле-еле, говорит, от него ушел, захожу в мечеть, там что-то сделал, смотрю, опять он. Но он думал, что это он, а на самом деле это его брат был. Он говорит, опять. И он такой поздоровался со мной: намаз укысың ма, говорит, еще раз спрашивает. Я сначала не понял, говорит. Он же думал, что это один человек, а на самом деле это близнецы братья, да? И он говорит такой: нет, джаханнам, говорит. Потом только он рассказывает, смеется. На самом деле, вот у нас народ и так пуганный весь. Да? Вот последние 100 лет пугали, особенно татар там сколько уже столетиями пугают, да? То есть надо людям надежду дать, любовь. То есть надо говорить, почему намаз надо читать. Почему? Потому что вот ты живешь на земле Аллаха, это чья земля? Ты видишь глазами, зрение Аллах тебе дал. Твои руки, ноги слушаются тебя, служат тебе. Почему? Потому что Аллах им сказал, чтобы они служили тебе. Солнце каждое утро восходит над горизонтом, чтобы ты ходил по этой земле. Аллах дает тебе воду, чтобы ты пил ее. Аллах дает тебе ризк. Аллах не спосылает дожди, которые проникают в недра земли, и через вот эти недра восходят над землей разные виды и
овощи, и фрукты, и все-все-все. Аллах заставил весь животный мир служить нам. Аллах заставляет природу, деревья, все-все-все служит нам. Аллах заставляет моря, океаны покоряться нам. Аллах заставляет насекомых, вот эти бедные маленькие пчелы, они день и ночь пашут, чтобы мы с вами чай с медом пили. Так ведь? То есть коровы делают завод внутри, в утробе коровы, где делается молоко. То есть вот это же милость Аллаха. То есть поэтому любовь. Любовь. Мы должны ждать того времени, чтобы придет время общения с Аллахом. Мы должны идти к этому. И детей надо приучать к этому. Не сначала там, улам намазу кумасан, в аду будешь гореть. Нет, улам. Ты же как день и ночь получаешь у Аллаха. Ты спасибо ему скажи. Рахмат, Рахмат ему скажи. Иногда вот приходят в мечеть, у нас же когда только проблемы, большинство людей приходит, да, вот у меня, говорит, нашли вот это, нашли то, здоровье потерял, там в семье проблемы, там, я говорю, вот когда у тебя нашли, диагноз поставили, тебе сколько лет было, там 53, а я говорю, до 53 лет у тебя был этот диагноз, рак нашли, Аллах сохласен, конечно, пусть Аллах избавит нас от этих проблем, да, но это приходит, ему в 53 поставили диагноз. 50 чем-то уж там, не помню точно. И он все говорит, вот за что меня Аллах так наказал, говорит. Я, говорит, скоро умру. Я говорю, там, Коран почитал я там, немножко успокоился. Я говорю, Абы, вот скажи мне, пожалуйста, вот когда тебе поставили диагноз? Вот когда было 53. А я говорю, до 53 лет у тебя был такой диагноз? Нет, говорит. Я говорю, ты был здоровый? Да. А я говорю, за 53 лет ты хотя бы один раз спасибо сказал Аллаху? И он молчит. Я говорю, ты один день хотя бы постился? Ты 53 года ты кушаешь, ешь и день, и ночь, и перед сном, наверное, еще кушал, да, говорит. Я говорю, а ты один раз Аллаху сказал спасибо за это? Ты один раз в жизни хотя бы розу держал? Нет. Ты один раз в жизни хотя бы такабір башыңны сәждәгә қойдың ма? Нет. Я говорю, а вот пришла проблема, и все, Аллах виноват уже во всем. Поэтому сначала любовь должна нас толкать к чему? Альхамдулиллах, балаким била. Вот, афаля акуну абдан шакуры. Неужели я не должен быть благодарным ему за это, за то, что Аллах простил мне все мои грехи? Поэтому на самом первом месте это хуббуллахи табарака ва та'аля, это любовь к Аллаху, и это именно любовь, это есть первая основа нашего поклонения. Это есть основа религии ислам. Это любовь к Аллаху. И именно любовь дает нам возможность вкусить сладость имана, вкусить сладость поклонения. Потому что если в нас нет нифака, лицемерия, если в нас искренность, если мы любим Аллаха, то для нас совершать многие виды поклонений, это же в радость. Это в радость. Мы не будем говорить, вот недавно намаз почитал, опять что ли намаз читать. Мы будем радоваться. Мы будем ждать, как вот Ибн Каим говорит, намаз, говорит, это как оазис в середине пустыни. Ты вот идешь по пустыне, и, машалла, ты увидел оазис. Там вода, там зелень, там прохлада, там тень. Ты зашел в этот оазис, ты отдохнул от всего этого. Ты отдохнул от того зноя, от той жары, от тех песков, камней. Ты среди зелени, среди деревьев, среди плодов, ты отдыхаешь, пьешь. Но вот пришло время, что? Идти дальше. И ты снова возвращаешься куда? Вот в эту знойную, сухую, жесткую, пустыню. Ты идешь опять по пустыне и надеешься, что там снова придет время оазиса. А у нас все наоборот. У нас сердца больны, и мы, когда стоим на намазе, для нас это пустыня для многих. Для нас самый любимый намаз – это самый короткий намаз. Так ведь? Мы ждем, когда же имам завершит киям, когда же он на рукух пойдет.
Особенно вот во время киямов, таравихов, так ведь? Поэтому и мы радуемся не когда заходим в оазис, а когда выходим с оазиса, потому что для нас это пустыня иногда, а там оазис. Поэтому Аллах согласен, это слабость нашей любви к Нему. Поэтому самое первое – это любовь. И вот имам Ибн аль-Кайим предлагает нам 10 причин, которые усилят любовь в наших сердцах, любовь к Аллаху. И вы, по-моему, 3, Салимджан Хазрат сказал, что вы 3 прошли. Первое – это қираат аль-Кур'ан бит-тадаббур ват-тафаххум ли-ма'анихи ва ма урида бихи. Самое первое – это книга Аллаха. Альхамдулилля, книга Аллаха есть в наших руках. И у нас есть возможность открыть эту книгу, мусхаф, и читать слова Аллаха, обращение Аллаха к нам. Конечно, мы с вами об этом уже несколько уроков говорили, что самая большая польза от чтения Корана будет, когда мы будем не просто читать аяты, тилява, 1 аят, 2, 3, да, когда мы будем останавливаться на этих аятах, когда мы будем вникать в смысл этих аятов. То есть рядом еще нужен тафсир. Тафсир, о чем здесь? Что Аллах хочет тебе сказать? И ты, когда погружаешься вот в эти значения этих аятов, машаллах, сердца, они очищаются. Аллах приближает тебя к себе. И любовь в твоем сердце, оно увеличивается. Поэтому очень важна связь мусульманина с книгой Аллаха. Потому что книга Аллаха – это есть самый лучший рецепт в лечении нашего имана и в увеличивании любви к Аллаху. Поэтому это очень важно. Второе – ат-такарруб иля Аллахи та'аля бин навафиль ба'д аль-фараид. То есть это приближение к Аллаху посредством дополнительных молитв. После фарза. Мы знаем, что самый короткий путь к милости, к любви Аллаха – это фарзы. Ни один вид дополнительных поклонений не может сравниться с фарзом. Потому что самый первый – это фарз. После фарзов идут дополнительные намазы. Кто-то может ночами выстаивать тахаджуд, но пропускать обязательные намазы. Это преступление. Даже пусть он будет всю ночь совершать тахаджуды, если он будет спокойно оставлять намазы, эти тахаджуды, они ничего не значат. Поэтому самый первый – это фарзы. Потом идут ан-навафиль. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привел нам хадис Кудси, где Всевышний сказал, что после фарзов идут что? Ан-навафиль. То есть человек не перестает приближаться ко мне, мой раб не перестает приближаться ко мне посредством ан-навафиль, дополнительных поклонений. То есть ты постился в Рамазан, ты постишься и в другие дни. Понедельник, четверг, 3 дня ночи полнолуния. Это Ашура, это Арафа и так далее, и так далее. Если ты совершаешь 5 намазов, после 5 намазов идут сунанур раватиб, то есть это сунны, которые идут до фарза, после фарза. Это тахиятуль масджид, это саляту духа, это ночные молитвы и так далее, и так далее. Так ведь? Если ты даешь закат, это не значит, что ты отдал закат, все, меня не трогайте. Да? До следующего года я буду ждать и садака не буду давать. Есть дополнительные виды садака. Есть очень много моментов, когда действительно твоя садака очень важна. Поэтому ты приближаешься к Аллаху посредством дополнительных поклонений. Третье. Даваму зикрихи аля кулли халь. То есть продолжение. Он продолжает поминать Аллаха аля кулли халь. В любом положении. Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, построена так, по милости Аллаха, что каждая ситуация в жизни имеет свой зикр. Так ведь? Откройте книгу зикров, который говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Глаза открываешь, есть специальный зикр. Проснулся ото сна, все, ты уже поминаешь Аллаха. Встал, идешь в туалет, заходишь в туалет, зикр. Выходишь из туалета, зикр. Тахарат, бисмилля. Так ведь сунна говорит во время тахарата. Тахарат завершил, есть специальный зикр. Идешь кушать, бисмилля. Завершил завтрак,
альхамдулилля, и еще ряд зикров, так ведь? Одеваешься, есть зикр. Выходишь из дома, есть зикр. Прощаешься с женой, саляму алейкум, это и есть зикр. Так ведь? Делаешь дуа за тех, кто остался дома, это зикр. Садишься в машину, Пророк ﷺ сказал, над каждым животным верховым сидит шайтан. И когда вы поминаете Аллаха, он уходит. То есть, когда садишься в машину, бисмилля говоришь, с твоего сидения уходит шайтан. Так ведь? Поэтому это и есть зикр. Поднимаешься, Аллаху Акбар, зикр. Спускаешься, субханаллах, это зикр. Поэтому кого-то увидел, салям даешь, это зикр. Как дела, брат? Альхамдулилля, это зикр. Так ведь? Кто-то чихнул, сказал альхамдулилля, ярхамукаллах, яхдикумуллах. Это все зикр. Что-то ты услышал радостное, есть зикр. Что-то слышал грустное, есть специальный зикр. Поэтому вся наша жизнь в зикре. И это и есть причина того, что любовь в твоем сердце будет увеличиваться. Потому что ты живешь с Аллахом. Ты поминаешь Его, все время поминаешь Его. Четвертая причина. Ифару махаббихи аля махаббика инда галабатиль хава. Предпочтение того, что любит Аллах, перед тем, что предпочитает твой нафс. То есть перед тобой выбор. Твой нафс говорит, выбери этот путь. Но Аллах говорит, Коран говорит, сунна пророка говорит, что Аллах предпочитает это. И вот ты выбираешь между тем, что предпочитает твой нафс, и между тем, что любит Аллах. Когда мусульманин оставляет то, что желает его нафс, потому что Аллах желает другого, то это есть причина того, что твоя любовь, она, иншаллах, будет увеличиваться. Особенно, когда твой нафс очень сильно желает этого. Особенно, когда твой нафс очень сильно желает этого. Причин очень много, примеров очень много. Тот же пост. Вот завтра у нас пост. Так, нет? У вас пост завтра, нет? К сожалению, у меня завтра сафар. Так хотел поститься, но сказали, надо поехать. Пост. Вот у кого нафс говорит, завтра будешь поститься? Никаких вопросов нет. Есть такие, нет? Но он ненормальный, значит. Нормальный нафс, он никогда не будет желать поста. Он всегда будет говорить, зачем поститься? Зачем? Ты можешь тут с братьями позавтракать, кофе попить. Ты завтра весь день будешь сонным, потому что ты кофе не пил. А если на сухур, то тогда поспать не сможешь после сухура, да? То есть нафс не хочет. Завтра можно обед сделать, машаллах, там, тут. То есть нормальный нафс, он поститься не захочет. Но ты знаешь, что есть желание Аллаха. И если ты выбираешь то, что Аллах любит, и оставляешь то, что твой нафс, это будет причина увеличения твоей любви к Аллаху. Это один пример. Там примеров много. Тот же тахаджуд. Вот у кого нормальный нафс будет его и говорит, иди, молись, оставь свою ложе прохладное, теплое, оставь жену свою красивую, да, и иди куда? Иди к Аллаху. Нафс этого никогда не скажет. Да? Но твой иман и твоя любовь к Аллаху заставят тебя оставить, как один из саляф салих, один из праведных предшественников, проснулся ночью и говорит, разговаривает со своей постелью. О, постель моя, ты так приятна для меня, так хорошо на тебе, но разговор, общение с Аллахом для меня любезнее. Я оставляю тебя. Он оставил постель, оставил жену, взял тахарат и пошел куда? Намаз читать. Поэтому много про сподвижников приходит афар риваятов, что они очень часто ждали, когда у них дети, жены заснут, да, и они быстрее вставали. И спешили к кому? К Аллаху. К Аллаху, потому что любовь к Аллаху для них была важнее. Вот поэтому нафс говорит это, Аллах любит это. Ты оставляешь то, что любит твой нафс, и предпочитаешь что? Выбираешь то, что любит Аллах. Это четвертая причина. Пятая причина муталаатуль кальби ли асмаихи ва сифатихи.
муталяга, то есть это чтение, но чтение сердцем. Имена, изучение имен Аллаха и его атрибутов. То есть нужно изучать имена и атрибуты Аллаха. Вот в жизни случается так, что когда с кем-то дружишь, да, бывает такой случай, когда ты узнаешь его больше. И твоя дружба к нему что-то куда-то уходит, да? И ты говоришь, лучше бы я его не знал бы. Да? Бисмилля там каждый день здоровался бы с ним, обнимался бы, машалла, любил бы его, как брата мусульманина, да? Может быть, не как там близкого друга, да, скучаешь по нему, да. Увидел в мечети, машалла, бисмилля, тоже с бородой, в тибетейке намаз читает. Ну, это же брат, мы его должны любить, да. Но в жизни случилось так, что ты там, например, там, женился на его сестре, там, или наоборот, он взял твою сестру, да, и через месяц такое выясняется, что не хочется его же видеть. Так ведь? То есть бывает так, что когда мы кого-то узнаем больше, любовь к нему почему-то куда-то уходит. И иногда в любовь превращается даже в вражду, в ненависть. Так ведь? И говоришь, лучше бы я его не знал. Вот. Но что касается Аллаха, что касается его посланника, чем больше мы будем знать о них, чем больше мы будем узнавать Аллаха, тем больше мы будем любить Его, тем больше мы будем страшиться Его. И тем больше сердце, оно будет ближе к Нему. Поэтому сердцу надо дать возможность создавать причины познавать имена Аллаха, познавать Его атрибуты. И это будет причиной того, что мы будем любить Его больше. И вот ученые говорят, что имена и атрибуты Аллаха не просто нужно читать о них. Вот аят такой-то, сура такая, аят такой-то. Аллах вот он такой, да, у него такое имя, такой атрибут. Нужно, ученые говорят, научиться и видеть имена и атрибуты Аллаха в жизни. То есть любое имя Аллаха, которое мы находим в книге Аллаха, в хадисах его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его посланника, мы должны научиться видеть отражение этих имен. То есть в деле, если мы говорим, что Аллах ар-Рахман ар-Рахим, что Аллах милостивый, мы должны сердцем научиться видеть милость Аллаха. Не просто читать. Есть аяты Аллаха, которые нужно читать, макруа, но есть аяты Аллаха, которые нужно видеть. И поэтому нужно увидеть милость Аллаха на этой земле. Если мы говорим, что Аллах Создатель, то мы должны научиться увидеть Его создание. Машаллах, вот оно. Вот они, создания Аллаха. Аллах великий Создатель. Если мы говорим, что Аллах Аль-Алим, Он всезнающий, мы должны научиться увидеть Его знание. Если Аллах управляющий, мы должны научиться увидеть, как Он управляет. Как Он управляет вот этим мирозданием. Это мир людей, мир животных, мир насекомых, мир морей, океанов, мир гор, мир природы, вот мир звезд, планеты, галактики. Это же все пока рассказывает нам о том, что Он всезнающий, о том, что Он всемогущий, о том, что Он правитель всего и на небесах, и на земле. Как Аллах говорит, если бы на небесах и на земле было бы много божеств, то они бы что? Давно бы разрушились. Даже вот, когда в институтах нам вот эту сказку говорят же, вот там древнегреческая философия, да, там боги, Бог неба, Бог земли, Бог воды, Бог любви. Даже они говорят, которые сочинили эти сказки, они сами говорят, что у них война между собой. Так ведь? Вот Аллах и говорит в Коране, если бы на небесах и на земле было несколько богов, божеств, то давно бы небеса и земли разрушились бы. Поэтому мы должны увидеть вот эту связь, эту гармонию, связь земли с небом, связь суши с морем, связь мира животных с миром людей, мир птиц с миром насекомых, мир птиц, мир насекомых с миром растений. То есть вот эта гармония, нужно научиться увидеть это и понять, вникнуть сердцем. Поэтому это вот отражение имен, атрибутов Аллаха в жизни, это очень важно видеть, понять это. Не просто читать, а вот я прочитал, что Аллах, оказывается, всезнающий. Надо понять. Поэтому многие
во многих аятах Аллах говорит о своих именах, а во многих аятах Аллах показывает отражение этого. Как Аллах погубил, Аллах говорит «Аль-Кахир», да? И в другом аяте Аллах говорит, что как Он погубил эти народы. Народ там Самуда, Ада, род фараона. «Вахуа аля кулли шайин кадир». Аллах напоминает нам, что Он над всякой вещью мощен. Поэтому Аллах сам приводит нам примеры, чтобы мы не просто читали про Его имена и атрибуты, а чтобы мы научились видеть Его имена и атрибуты. Почему Аллах, вот тех аятов, где Аллах говорит напрямую о себе, их намного меньше, чем аяты, где Аллах рассказывает о своих творениях. Аллах рассказывает о солнце, о небесах, о земле, о животных. Аллах рассказывает нам о комаре. Аллах рассказывает нам о корове, как устроена корова. Да? Почему? Потому что это и есть творение Аллаха. И каждое творение, солнце, небеса, земли, растения, животные, насекомые, все они рассказывают нам об Аллахе, о Его качествах. Просто нужно научиться видеть, не просто ты прочитал и все слепо веришь этому. Нет, научись это видеть. И тогда все, что ты видишь, тебе будет вагазом. Ты увидишь солнце, и солнце будет рассказывать тебе вагаз. Ты увидишь птичку, и эта птичка будет рассказывать тебе вагаз о его создателе. Ты увидишь мир муравьев, и они будут рассказывать тебе об Аллахе. Вот поэтому нужно научиться, и сердце, оно будет впитывать это, и любовь к Аллаху будет все больше и больше. Шестая причина. Мушахадату биррихи ва ихсанихи ва ни'амихи захирати ва любатини. Вот как раз мы к этому идем. То есть нужно научиться видеть его как сказать, благодеяние по отношению к нам. Аллахның нашарлығын біз көп көреміз, нашарды. Вот когда Аллах лишил его здоровья, он говорит, за что мне Аллах? Да? Но 50 лет он не видел те блага, которые Аллах ему давал. Почему мы видим только плохое? Аллах дает нам денно и ночно столько благ. Вот есть ученый, который спрашивает, у одного шейха читал, вот когда, говорит, ты берешь вот этими пальцами, там, неважно, ложкой, там, вилкой, кусочек еды, да, и когда ты его приближаешь к рту, вот ты задай себе вопрос, вот сколько благ сейчас, вот в это мгновение ты получаешь от Аллаха. Сколько благ. Это же не только... Вот ты сейчас видишь кусочек еды, да? И, конечно, эта еда тоже достойна внимания, потому что Аллах говорит, и пусть посмотрит человек иля таамихи, на свое пропитание. Сколько Аллах говорит, обильных дождей мы не спаслали, чтобы это выросло где-то, да? Вот кусочек хлеба, кусочек мяса, картошка, неважно, какие процессы, тепло солнца, свет солнца, какие там процессы происходили под землей, над землей, да, это очень много. Поэтому не только кусочек, твое здоровье, ты же взял этот кусочек, да, альхамдулилля, возможность принять эту пищу. Не только едой мы живем, да, нам нужно тепло, солнце, то есть тепло, альхамдулилля, сколько вот этих моментов, которые мы знаем, и сколько которых мы не знаем, да, поэтому ученые говорят, вот это мгновение, вот в это мгновение, сколько ты получаешь благ, это невозможно сосчитать. Поэтому, когда будете призывать, когда призываете родных людей к исламу, говорите сначала не о том, что Аллах может вас всех, кинуть в ад, а говорите о том, или что Аллах запретил это харам, это харам. Не начинайте с этого. Говорите, рассказывайте людям о его благах. Рассказывайте, их благ столько много, машаллах. Рассказывайте, что вот это было. Аллах сказал, рассказывай о благах твоего Господа, рассказывай людям, говори им. Аллах говорит, суратун Нахль, пчела. Аллах говорит, «Вама бикум мин ни'матин», какое бы благо у вас не было, вот какое у нас есть благо, да? Давайте начнем. Вкратце, да? Машаллах, Аллах дал нам иман. Аллах дал нам глаза, зрение, уши, руки, ноги. Дома
любимая жена ждет. Дома дети нас ждут сегодня, да, альхамдулилля, и вчера, и завтра. У нас там машина, мы не пешком пришли, у нас есть машина. Да, альхамдулилля, это благо. У нас есть мечеть, у нас есть очень много. И вот Аллах говорит, у нас есть работа, у нас есть какие-то сбережения, деньги, у нас есть знания, диплом там университета хорошего, да. То есть, «Вама бикум мин нигма», Аллах говорит, любое благо, которое у вас есть, фамин Аллах, это от Аллаха. Аллах говорит, это я тебе дал. Это я тебе дал. Все, глаза, потому что Аллах нам их дал. Жена, потому что Аллах тебе дал эту жену. У тебя есть хороший муж, который заботится о тебе, о твоей семье, о детях. Значит, это Аллах тебе дал такого хорошего мужа. Поэтому любое благо, которое у вас есть, фамин Аллах, это от Аллаха. И чем больше мы будем изучать эти блага, дары, видеть их, думать о них, машаллах, тем мы больше будем любить Аллаха. Вот даже когда мы видим тех, которые потеряли какие-то блага, жизненно важные блага, и им сегодня тяжело, когда мы с ними сталкиваемся, это огромная причина, чтобы мы брали с этого урок. Вот очень часто у меня бывало так, что вот где-то на работе что-то не получается, да, вот проблемы, не знаю, что делать, настроение падает, сил нет, и вот стук в дверь. Тук-тук-тук. Да-да, зайдите. Саляму алейкум, имам. Ва алейкум ассалям. Можно с вами поговорить? Давайте, зайдите. И он 10 минут говорит тебе о своих проблемах. Что у него случилось в жизни. И через 10 минут ты понимаешь, что ты самый счастливый человек на свете. Что вот те проблемы, которые 10 минут тебя убивали, оказывается, это машаллах. Оказывается, это вообще не проблемы по отношению, по сравнению с ним. Поэтому был один халиф, не помню, как его звали. Был один халиф. И он всегда держал при себе одного человека, который имел достаток, имел детей, жену, может быть, даже несколько, да. У него были верблюды, и когда он шел по дороге, он попал под... камни упали с гор. Как называется это? Камнепад. Он потерял всю семью. Он потерял семью. Все богатство потерял. И у него осталось верховое животное. И он понимал, что если он не поймает верблюда, он умрет. Он погибнет. Когда он ловил животное, он услышал, что один ребенок у него остался жив. И когда он шел к этому ребенку, он подумал, что даже ребенка он не сможет спасти, если не будет у них животное. А так они могут быть на верблюде, еще есть шанс дойти. И он побежал за верблюдом. Верблюдица убежала. Он побежал к ребенку, волк напал на его ребенка и убил. И так получилось, что он ударился и потерял зрение. Вот в одно мгновение. Но, альхамдулилля, он выжил, его подобрали. И каждый раз, когда к халифу, халиф помогал ему все время, и каждый раз, когда к халифу приходили с жалобами, он говорил своим заместителям: приведите того человека, и пусть он пообщается с ним. И он говорил: расскажи ему о своей жизни. И тот ему рассказывал, как он потерял. И вот этим, кто жалобы пришел, им так легко становилось. Потому что на самом деле вот милость Аллаха, машаллах, она безгранична. И нужно научиться видеть те блага, которые мы получаем. Машаллах, когда вот в больницу идешь, да, куда-нибудь в онкологический диспансер, когда видишь, что вот люди просто погибают, да, погибают. Это же я когда вышел как-то раз с онкодиспансера, которым поставили диагноз, да, вот им так тяжело там, поэтому нужно вага сделать им это. Я увидел возле светофора, ну, может быть, он там афганец или где-то служил, да, у которого ног не было. Он такой в камуфляже и садаха просит. Да, у него очень сложная ситуация, да, но у него есть шанс жить. А те, которые были там, некоторые, у которых уже какая-то стадия рака, да, у них и руки есть, и ноги есть, да, а надежды уже на жизнь нет. Поэтому ситуация у этого человека может быть и проще, чем у тех. Поэтому все познается в сравнении. Нужно научиться видеть
дары Аллаха. Нужно научиться видеть блага Всевышнего Аллаха, которые мы видим и которых мы еще... А сколько еще благ, которых мы просто не видим, просто не можем видеть. 7. «Вахуа а'джабуха». И ученые говорят, Ибн Кайим говорит, что это один из самых лучших причин, это инкисаруль кальби бейна ядейхи. То есть это смиренность, даже не смиренность, это инкисар от слова касара, то есть сломленность. Когда твое сердце сломлено перед кем? Смиренно перед Аллахом. Перед Аллахом. Потому что кто есть твой Аллах, кто есть твой Господь и кто есть ты? Кто есть ты? Ты ни на секунду не сможешь прожить, ни секунды не сможешь прожить с иманом в благах, если бы не Аллах. Поэтому смиренность, сломленность сердца перед Аллахом. Перед Аллахом. Это очень важно. 8. Аль-хальвату. وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. Хальва – это оставаться наедине. Уединение с кем? С Аллахом. Особенно в 3-ю часть ночи. Когда Его забота о нас, когда Его милость по отношению к нам, когда Его прощение особенно близко к нам. Потому что в хадисе мутаватир, хадис мутаватир, не просто сахих, а один из самых мутаватир, да? То есть, где Всевышний обращается к своим рабам. Есть ли те, которые взывают ко мне? Нет ли тех, которые взывают ко мне? О Аллах, я бы ответил их мольбам. Я бы ответил, нет ли там никого, кто взывает ко мне, я бы им ответил. Нет ли тех, которые просят у меня? Может быть, кому-то что-то надо? Вот представьте себе, Аллах спрашивает у нас, кому-то, может у кого-то проблемы в семье, может быть, у кого-то проблемы с деньгами, неважно. Может быть, у кого-то проблема со здоровьем детей. Может быть, кто-то заблудился в жизни. Может быть, у кого-то крылья переломали, да? Может быть, у кого-то там диагноз плохой нашли. Аллах говорит, нет ли тех, которые просят у меня, я бы дал им то, что они просят. Это кто обращается? Это Аллах обращается. Не мы ждем, а Он ждет от нас. И Аллах спрашивает, и нет ли тех, которые просят у меня прощения? Нет ли тех, которые просят у меня прощения? Я бы им простил бы. Вот поэтому, почему, вот ученые говорят, спрашивают, ставят вопрос, почему 3 ночи, она самая благословенная для общения с Аллахом? Потому что это есть уединение с Аллахом. Ты остаешься наедине с Аллахом. Рядом никого нет. Это то время, 3 ночи, когда не надо спешить на работу. Это та часть ночи, когда даже твой WhatsApp спит. Так, нет? Там, в 3 часа утра у кого-то, может быть, у кого-то, да. Да, даже WhatsApp спит. Все спит, Инстаграм спит. Никого нет, никто тебе не звонит. Жена не говорит, давай, давай детей забирай в садик, там, в школу, да. Все, никого нет. Только ты и только твой Господь. И Аллах у тебя спрашивает, может, что-нибудь попросишь у меня? Я бы тебе дал бы. А? Может быть, попросишь у меня прощения? Я бы тебя простил бы. Вот это время, когда ты остаешься наедине с Ним. Вот ученый Ибн Кайим говорит, у мусульманина в распорядке дня должны быть те времена, те моменты, когда он остается наедине с Аллахом. Потому что чрезмерное общение, когда вот все время вот это, даже во время хутбы, с минбара все видно. Братья сидят на WhatsApp. Это преступление по отношению к намазу, по отношению к правам хутбы. Потому что Пророк ﷺ сказал, если кто-нибудь услышит, как кто-то разговаривает, и скажет ему, не разговаривай, даже у него молитва не примется. Это как можно на WhatsApp сидеть во время... И, кстати, таких очень, их много. Их немало. Я был бы там на 100 на 1. Смотришь, там сидят. Может быть, не в WhatsApp, а в Инстаграме. Разницы нет. Аль-хульва. То есть ты должно быть время, когда никого нет. Ни любимой жены, ни детей. Для сестры нет мужа даже. Все. Есть Аллах, есть ты.
Все, вот это называется хальва, уединение со своим Создателем. Это приближает тебя к Аллаху. И 7, которых Аллах скроет в тени в судный день. Самый последний, вспомните, это тот, который и спрашивал у Аллаха, у которого слезились глаза. То есть вот, когда никого не было. Нет, все, вот он с Аллахом. То есть именно во время уединения. Потому что имам может с минбара плакать, потому что на него 100 человек смотрят. И он плачет иногда не из-за страха перед Аллахом. Может быть, он там, потому что на него смотрят, да? Вот говорили же раньше, суган суфилара, да, как будто там, ну, это, наверное, сказки, что вот лук брали, что вы спали там, когда говорят, там, плакали. Поэтому это не тот плач. Это не тот плач. Вот когда никого нет, когда есть Аллах и ты, вот это искренние слезы. Поэтому вот вспомните хадис про 7 групп, которых Аллах скроет в тени. Дальше. Ат-Тасих, 9. Маджалисатуль мухиббина садикин. Сейчас все закончим. Больше времени проводить с кем? С теми, которые любят Аллах. Кем арбасына утырсаң, шуның жырын жырларсың. С кем поведешься, от того и наберешься. Пророк ﷺ сказал, каждый человек, он в религии своего любимого друга. И пусть посмотрит человек, с кем он дружит. Это хадис. Это хадис. Поэтому всегда мусульманин должен стремиться к знающим. Мусульманин должен стремиться быть ближе к тем, которые любят Аллаха, которые страшатся Его, которые лучше Него. Лучше, достың өзіңнен яхшы болсын деген. Поэтому Хасан аль-Басри, рахимахуллах, один из самых знающих ученых, сказал, иногда для нас братья даже ближе, чем наши семьи. Как мы жен, детей не любили. Иногда наши братья ближе к нам, чем даже наши семьи. Потому что семьи нас тянут к дунья, а братья к вечной жизни. Поэтому мусульманин должен встречаться с братьями. Мусульманин должен посещать уроки, потому что это нужно. И это приближает нас к Аллаху. То есть именно муджалиса, то есть он должен находиться с теми, кто любит Аллаха, кто нашел любовь к Аллаху. И 10. Мубаадату кулли сабабин яхулу бейнал кальби ва бейналлах. И нужно отдаляться от каждой причины, которая встает между твоим сердцем и между Аллахом. То есть нужно уходить, оставлять, отдаляться, убегать от тех причин, которые встают между твоим сердцем и между Аллахом. И вот это 10 причин, которые, иншаллах, увеличат чувство любви в твоем сердце по отношению к Аллаху. И в завершение хочу сказать, что вот да, есть любовь, есть еще страх и надежда. И вот эти страх и надежда, они регулярно должны появляться в зависимости от ситуации. От ситуации. Иногда в человеке должна появляться надежда. Иногда должен появляться страх. То есть все зависит от того, где ты находишься, чем ты занимаешься, что случилось. Когда человек вспоминает про свои грехи, что в нем должно появиться в первую очередь? Это страх. Это страх. И этот страх, то есть вот как лампочки. Здесь лампочка горит, тут лампочка горит, да? Вот что-то случилось, горит лампочка страха. Потом что-то случается, горит лампочка чего? Надежды. Ты смотришь, вспомнил про свои грехи. Ты совершил какой-то грех. Какая лампочка горит? В тебе должен появляться страх. Страх. И этот страх должен толкать тебя. Куда побуждать? К покаянию. Ты должен оставить этот грех. Ты должен вспомнить, что гнев Аллаха есть. Есть его наказание. Ты уходишь от греха, и ты начинаешь каяться перед ним. И у тебя уже возгорается лампочка надежды. Потому что Аллах дал тебе тауфик, и ты понял греховность этого дела, и ты начинаешь каяться перед ним. Появляется что? Лампочка
возгорается надеждой. Когда ты видишь милость Аллаха, ты видишь, машаллах, ты услышал хадис про милость Аллаха, прочитал аят, милость Аллаха по отношению ко всем, а есть милость Аллаха по отношению только к верующим, да? Ты видишь его прощение, какая лампочка возгорается? У тебя появляется надежда. Машаллах, Аллах же милостивый. Аллах милостивый, да. И только одна лампочка не должна оставаться. Потому что если человек только будет страшиться, и он потеряет надежду, он оставит все. Он скажет, я все равно буду в аду. Я все равно буду в аду, и нет мне рая. Да? То есть, получается, это уже он нарушает пределы, границы страха. Должна быть и надежда. А когда человек страх теряет, остается только надежда. Он начинает пренебрегать грехами. Он начинает пренебрегать наказанием Аллаха, гневом Аллаха. Поэтому вот все должно работать вот так. Работать так. Когда человек видит ни'ма, то есть блага Аллаха, дары Аллаха, альхамдулилля, он начинает радоваться, он начинает надеяться. Он начинает еще бояться, что Аллах может забрать эти блага. Аллах может забрать эти блага, если он не будет проявлять благодарность. Или же нарушит, делает исраф, получает эти блага через харам. То есть вот уже опять страх, возгорается лампочка. Так ведь? Только что надежда была, уже страх. Вот они поэтому все время. Если Аллах погрузил его в какой-либо грех, потому что он должен понимать, что он совершил грех не просто так. Он поддался шайтану не просто так, значит, он был достоин этого. У него появляется что? У него появляется страх. И этот страх, еще раз уж повторяюсь, побуждает его к чему? К таубе. Иногда человек делает таубе, но понимает, что, может быть, его покаяние еще слабое. И он боится, страх появляется, что Аллах может наказать его за это. Аллах может лишить его таубе, потому что кто кается, кому Аллах тауфик дал, а кто-то живет и спокойно себе живет, совершает грехи и даже не думает. Или, например, спрашивает, а за что мне таубе делать? Вот у многих татар я спрашиваю, надо таубе делать, надо истигфар делать. Они говорят, за что? У меня нет грехов, у меня денег нет. Вот им надо таубе делать, вот им надо. Да, то есть он не видит, Аллах лишил его тауфика, и он не видит свои грехи. Когда Аллах дает ему ни'ам, то есть дары, у него появляется надежда, что эти дары будут постоянными. Аллах будет увеличивать эти дары. Альхамду, это есть. И Аллах даст, у него будет надежда, что Аллах даст ему тауфик. Тауфик благодарить эти блага. Вот здесь уже лампочка горит. Так ведь? Но у него есть страх. Страх, что если он нарушит правила шукра, он перестанет благодарить Аллаха. У него есть страх, что Аллах лишит его этих благ. Лишит. Когда его постигают какие-то проблемы, какие-то беды, у него появляется надежда, что Аллах защитит его от этих бед, что Аллах защитит его от этих трудностей и даст ему что? Выход из этой ситуации. Появляется что? Альхамдулилля. Вот здесь появляется надежда. Также у него появляется надежда, что Аллах одарит его за то, что он проявлял терпение. Потому что терпение, когда Аллах тебе дал проблему и дал терпение, у тебя появляется надежда на что? Что Аллах после этого терпения даст тебе еще больше и наградит тебя за это. Потому что только терпеливые получат награду бигайри хисаб, без неисчисляемые. Вот поэтому вот эти качества, они появляются, эти основы, они должны все время появляться. Страх, надежда, страх, надежда. Поэтому вот три. Любовь, страх и надежда. И что касается завершения, я уже, по-моему, один раз говорил завершение, да? До сих пор не могу завершить. Но есть надежда, что мы завершим.
Вот. Джазакумуллах хайр. Поэтому некоторые ученые привели пример, что такое страх и надежда в человеке. Аль-хауф вар-раджа ка-джанахи ат-таир. Они сказали, страх и надежда в сердце верующего – это как два крыла птицы. «Ида стауя истауат тайр, ва тамма тайрану». То есть, если эти два крыла будут равными, то полет будет совершенным. Полет будет совершенным. Вот когда я был маленьким, я все время уже бабушке спрашивал, я говорю, Аби, почему ты подрезаешь только одно крыло у курицы? И она мне объясняла, если, говорит, подрезать два крыла, она все равно сможет вылететь через забор. А когда одно крыло теряет что? Стабильность теряется. То есть уже в одну сторону. Вот поэтому ученые говорили, это как два крыла птицы. «Ида накаса ахадухума вакага фихи накс». Когда происходит, когда человек теряет какое-либо качество, то есть из этих качеств страх или надежда меньше, то что? Уже птица не сможет лететь. Поэтому вот этот баланс между страхом и надеждой, он очень важен. Поэтому еще раз, дорогие братья, мы идем к намазлыку, мы постимся, мы оставляем грехи, основываясь вот на эти три вещи. Это любовь к Аллаху. Мы любим Аллаха, поэтому любим поклоняться Ему. Вот что заставляет? Аньин, твоя мать, пенсионерка, она не может тебе много денег дать, да? Но она тебе звонит и говорит, Улын, вот очень хочу поесть вот это. Очень хочу. Аллах ризалык учен, привези мне это. Ты не едешь, а летишь куда-то в магазин, там тортик, я не знаю. Вот это то, что любит твоя мама, да? И ты едешь к ней. Почему? Потому что если ты не привезешь ей этот тортик, да, она тебя побьет. Нет. Потому что если ты привезешь ей тортик, она тебе денег даст. Нет. Потому что тебе приятно. Сделать приятное твоей любимой маме. Так ведь? Вот тебе это невозможно объяснить. Ты ничего от нее не ждешь. Ты просто хочешь обрадовать, увидеть ее радость ради Аллаха. Так ведь? И в этом есть милость Аллаха. Поэтому вот здесь то же самое. Любовь к Аллаху. Сначала надежда, а потом уже страх и надежда. Субханакаллахумма бихамдик, шалла ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.